Театре юного зрителя состоялась презентация необычного документального фильма. Его автор, наш коллега, корреспондент ГТРК Чувашии Алексей Енейкин, опровергает в картине официальную версию кончины поэта Михаила Сеспеля. Большую работу он проделал совместно со студией «Чувашкино», побывал на месте гибели поэта на Украине, нашел даже тех, кто знал о Сеспеле еще при его жизни, и, сопоставив факты, пришел к выводам, отличившимся от общепринятых. Михаила Сеспеля не стало 98 лет назад, ему было всего 22. Все эти годы официальная биография поэта утверждает, что он покончил жизнь самоубийством, повесился. Умер поэт не на родине, а в городе Остер на Украине. Туда он приехал после тяжелой болезни в 1921 году, поступил в Киевское художественное училище, но был призван в Красную армию. После комиссования из-за обострения костного туберкулеза жил и работал там же в Остре. В фильме «Вся жизнь Михаила Сеспеля до самой смерти» режиссер и сценарист ленты Алексей Енейкин провел большую исследовательскую работу, прежде чем сделать выводы. В фильме собраны документы, доказывающие, что поэта убили. И такая версия выдвигается впервые. Можно сказать, что мы прошли по следам Михаила Сеспеля. Съемки начали в Чувашии, потом были в Тетюшах в Татарстане и поехали на Украину. Потом были в Крыму. В Остре мы снимали в школе, гимназии, которая носит имя Михаила Сеспеля. Там работает музей. Есть краеведческий музей в Остреже. Там тоже есть уголок Михаила Сеспеля. Там есть памятник. Место его смерти. Алексей в фильме постарался полностью восстановить хронологию событий того дня, когда Сеспеля не стало, до самого момента гибели. Главной целью было снять клеймо самоубийцы с поэта. Насколько нашему коллеге это удалось, решать зрителям. На презентации фильма также были названы лауреаты ежегодной премии имени Михаила Сеспеля. Ими стали также наша коллега, корреспондент ГТРК Чувашия, поэт и драматург Марина Корягина и меценат Анатолий Шагаров.